Продолжаем серию интервью, посвященную 30-летию Победы. Мы говорим об информационной и дипломатической войне, о людях, которые не держали в руках оружие, но тем не менее внесли неоценимый вклад в победу, приближали ее. И гость сегодняшнего выпуска Сократ Рачевич Джинджоли, государственный общественный деятель. Сократ Рачевич, спасибо большое, что нашли время. Мы говорим об информационной, дипломатической войне, о роли дипломатов абхазских. Начало войны. Было ли понимание, что война точно будет? Или все-таки была надежда? Министерство иностранных дел, как известно, было создано 17 мая 1993 года. А до создания этого министерства дипломатическая работа велась. Прежде всего, самым главным дипломатом наш был, конечно, председатель нашего парламента Владислав Григорьевич Ардзинба. Все его выступления, все встречи, все это носило характер дипломатической работы. Он защищал интересы Абхазии. Выступления депутатов парламента, это и как на местном телевидении, так и иностранным журналистам давали интервью. Поездки их за границу, в том числе даже в Соединенные Штаты, в Великобританию, это и Лакоба, и Нателла Акаба, и Юрий Воронов, и другие. Все это, конечно, было самой настоящей дипломатической работой. Больше того, еще до создания Министерства иностранных дел были созданы представительства. Владислав Григорьевич подписал документ о назначении полномочных представителей в разных странах и субъектах Российской Федерации в марте 1993 года. То есть до создания Министерства иностранных дел еще где-то около 2 месяцев было. По этому документу в Российскую Федерацию полномочным представителем был назначен Ахба Игорь Муратович, страны Западной Европы Чирикба Вячеслав Андреевич, он находился в Нидерландах. В Соединенных Штатах эту должность стал выполнять Инал Казан. В Кабардино-Балкарии Ардзинба Вячеслав Викторович. Позднее в Адыгею был направлен Аршба Валерий Шалович. В Татарстане был назначен Сангулия Георгий Александрович, а в Башкирии Кове Вадим Мутаевич. И они вели определенную работу, большую, информационную прежде всего, потому что в это время надо было и в Западной Европе, и повсюду рассказывать о том, что же все-таки происходит в Абхазии. Вопросы были сложные, отношение к нам было совершенно разное в разных странах, и поддерживавших Грузию было, конечно, гораздо больше. У них были друзья, и на официальном уровне у нас никого фактически не было. Нас, конечно, по большому счету понимал народ России, у нас были там сторонники, но власть российская, она была, конечно, за территориальную целостность Грузии, как они ее представляли, в том числе Абхазия должна была находиться там. Вот перейдем к тому же, к концу войны. Война закончилась, и началась подготовка к переговорам. Собственно, Организация Объединенных Наций была втянута в этот процесс еще с самого начала войны. Мы помним обращение туда Владислава Григорьевича Ардзинба, мы помним обращение руководства Грузии, тогдашнее руководство Грузии, которое, так сказать, особенно активизировалось после того, как они вошли на территорию Абхазии с войсками, и, Абхазии сверх неожиданности оказали сопротивление. Вот они, так сказать, искали все поводы, все возможности для того, чтобы оказать на нас давление. И в первые дни, с первых дней войны шла такая пропагандистская работа в стенах Организации Объединенных Наций. Ну и после
особенно после того, как в октябре была успешно проведена операция по освобождению Гагры, Гагрского района, конечно, усилия грузин, значит, они достигли апогея. В Абхазию была направлена миссия Организации Объединенных Наций по установлению фактов, так называемых. Она в Абхазии побывала в Грузии, побывала в Сухуми отдельно, в Гудауте, и это возглавлял ее известный дипломат Фейсал. Эта комиссия, эта миссия так и называлась, миссия, значит, Фейсала. Вот они представили в Организацию Объединенных Наций Генсеку документ, в котором излагались позиции сторон. Грузия обвиняла Абхазию в том, что мы, значит, нарушили все соглашения, что мы, значит, на территории Абхазии шло разграбление поездов, и для охраны этих поездов, для охраны железной дороги, грузов, проходящих по территории Абхазии, по согласованию, как Шеварднадзе сказал, по согласованию с Ардзинбе, они ввели вот эти войска. Конечно, никакого согласования с Ардзинбе не было, тем более, если вспомнить о том, что предыдущее вхождение на территорию Абхазии Каркарашвили с отрядом своих войск, такое прохождение было в начале года до Псов, и потом, значит, в результате многочисленных протестов он вынужден был повернуть своих солдат назад, ушел в Грузию, и, помня об этом, кто может, так сказать, согласиться с тем, что Ардзинбе дал согласие на ввод грузинских войск в Абхазию? Конечно, это была чепуха. На встрече с Ардзинбе, значит, была разъяснена позиция Абхазии. Ардзинбе сказал о том, что мы, значит, решение, которое принял парламент по переходу Конституции, другой Конституции с действующей, это была ответная мера на переход Грузии к Конституции 21 года, в которой, то есть, Абхазия не значилась, и правовой вакуум создался. Вот для того, чтобы восполнить правовой вакуум, мы перешли к этой Конституции, в которой с Грузией у нас были договорные отношения. Ну и все другие позиции и возможные пути, значит, перехода к мирному решению проблемы, он назвал это единственный выход, это вывести войска с территории Абхазии и дальше продолжать переговоры. Это было в начале войны. В 1994 году были достигнуты в результате переговоров вот важнейшими, я считаю, вообще за все время переговоров, это документы, которые были приняты в 1994 году. Это, значит, документ о возвращении беженцев. Это имел огромное значение, это международное такое, так сказать. Документ о вводе миротворцев. И третий документ, который был подписан еще во время войны, это 27 июля в Сочи, так называемое Сочинское соглашение о прекращении огня. Сочинское соглашение играло значительную роль, потому что в нем, знаете, нашло, и вокруг него нашла концентрация позиций вот России, их интересов и других стран. Ну, Грузия, естественно. Значит. У нас задавали вопрос в парламенте, почему мы должны устраивать перемирие в июле месяце, подписывать, когда наши войска движутся к Сухуму, к освобождению, так сказать. Уже перелом в войне произошел фактически, так сказать. И нужно ли нам подписывать такое соглашение? Нужно ли нам соглашаться с тем, что нужно какое-то перемирие, хотя бы на время? Почему не довести до конца боевые действия? Такие вопросы возникали. Владислав Григорьевич, когда обсуждали в парламенте, горячо обсуждали этот вопрос, он не мог, конечно, на все вопросы ответить прямо. Были вещи, о которых он не мог сказать. Но они потом, так сказать, в процессе показали себя и показали, насколько правильным
было решение, значит, вот это, в конце концов парламент согласился, и я подписывал от имени Абхазии это соглашение. Этому соглашению предшествовало совещание, которое провел Козырев, совещание с руководителями республик Северного Кавказа. Провел Козырев 13 июля в Сочи. Закрытое совещание, на котором не было прессы, не было никого. Закрытое совещание, секретное, значит, так сказать, ничего секретного, так сказать, утаивать долго нельзя. Стало известно, и фактически я весь текст его выступления знал как наизусть, что называется. Что он сказал в своем выступлении? Он готовил руководителей Северного Кавказа к тому, чтобы они, это помня их позицию при обсуждении вопроса прекращения войны 3 сентября в Москве, когда состоялась встреча Шеварднадзе с Ельциным при участии Владислава Григорьевича и руководителей Северного Кавказа, где Абхазии навязывали совершенно невыгодный для нас документ. Действительно, делегация Абхазии поняла, что уходить с такой нашей встречи ни с чем это невозможно. Владислав Григорьевич проявил гибкость, вынужден был и подписал этот документ, учитывая, что и руководители республик Северного Кавказа не оставят Абхазию, и понимая, что борьба абхазского народа на этом не заканчивается. Подписал его в силу того обстоятельства, что на территории Абхазии осуществляется геноцид абхазского народа, изгоняются оттуда десятки тысяч людей, русских, армян, произведены огромные разрушения на территории республики. Это колоссальный ущерб, и мы стоим перед лицом того, что наш народ будет, может быть, полностью истреблен в силу того и соотношения сил, и тех средств, которые используются по отношению к этому народу. И сейчас, коль есть возможность в какой-то мере не допустить дальнейшего кровопролития, и появилась такая возможность, я тоже подписал этот документ, хотя отдаю себе отчет в том, какие значительные подводные камни есть по всем этим документам. Это была названа встреча, и официально так и называется, итоги московской встречи, документ, встреча. Они ее даже переговорами не назвали. В переговоры эту встречу превратил Владислав. Когда он начал бороться за каждый пункт, бороться за все, так сказать, они не ожидали такого сопротивления. И фактически в течение дня, пока заседание шло, дискуссия превратилась в настоящие переговоры. И он там отстоял очень принципиальные вещи, которые, так сказать, просто были недопустимые. Под ними он подпись свою, конечно, не поставил бы. Но учитывая, заглядывая вперед, думая о судьбе Абхазии, он подписал. Так вот, Козырев что говорит 13 июля в Сочи? Он говорит, что в основу регулирования грузино-абхазского конфликта должен лечь документ, подписанный по итогам встречи Ельцина, Шеварднадзе при участии Ардзинба и прочее. То есть сохраняется территориальная целостность Грузии. Ну, Абхазии будут предоставлены какие-то права там непонятные, которые нас совершенно не интересовали. Вот он раскрыл карты того, чего добивается Россия. Это была ельцинская и козыревская Россия. Они добивались того, чтобы сохранить Грузию. Он назвал форпостом стабильности, воротами, через которую, так сказать, открывается дорога с Ближнего Востока. В общем, он таких, значит, пиететом говорил о Грузии, говорил, что их позиция, она предохранит от проникновения на Северный Кавказ, российский Северный Кавказ, он всегда опасен был, проникновение всяких экстремистов и прочее, так сказать, ну, спасители России. Ну, тогда надо было еще учитывать и то, что в Грузии проживало 370 тысяч русскоязычного населения. Кроме того, в республиках Закавказья в общем было где-то более 500 тысяч россиян. Ну и как бы защищать их интересы и прочее.
Поэтому нужно было, конечно, территориальную целостность отстаивать. И он там заявил прямо, что России нужна цельная, так сказать, вот такая Грузия, которая будет в дружеских отношениях с Россией, и такая проблема. И он дальше говорил о Нагорном Карабахе. В общем, по всему Закавказью он распространился и говорил о том, что на каких принципах должны быть построены вот эти будущие соглашения. Подписывая вот это соглашение, Сочинское соглашение, я уже знал текст этого выступления, но мы все-таки подписали, потому что знали, что выгод для Абхазии от этого соглашения будет больше, чем, значит, проигрыша. Проигрыша никакого, поскольку приостанавливались боевые действия. То есть мы получали возможность перегруппировки. Мы у себя находимся, и то, что мы будем делать, никого спрашивать не собирались. И самое главное, выводили технику, грузинскую тяжелую технику, которая находилась в территории Абхазии. Были созданы комиссии контроля, была создана основная российская часть этой комиссии, которую возглавлял Шойгу, Сергей Кужукетович. Он тогда только начал работать в качестве руководителя Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, тогда был Госкомитет только. Вот ему было поручено. Им было поручено даже ведение дальнейших переговоров. То есть этот процесс должен был закончиться не просто прекращением боевых действий, а он должен был постепенно перейти в процесс переговоров. А позиция уже России была определена, которая будет навязана Абхазии. Про западный фактор, если говорить, грузины все-таки надеялись на помощь. Даже во время войны ждали, что какой-то десант высадится им на помощь. Запад рассматривал Грузию и Абхазию как сферу влияния России после распада Советского Союза, поэтому, возможно, они не так активно, как могли бы, вмешивались в процесс. Военную помощь они не могли оказать. Они не могли оказать. Урегулированием занималась Организация Объединенных Наций, и в зону конфликта введение каких-то войск с вооружением, это вообще не допускалось. А сами Соединенные Штаты в качестве, значит, члена группы друзей Грузии участвовали в этих переговорах, они не могли ввести никак. И ни во время войны, ни после войны. Нет, конечно, но Грузии они готовы были оказать всяческую помощь и оказывали. Во время переговоров в 1994 году трудно было предполагать, что вот такая ситуация сложится сегодня. Даже СНГ, существовавшее СНГ, тогда было направлено, знаете, на то, чтобы достичь урегулирования с возвращением Абхазии в состав Грузии. Грузия попала в СНГ только потому, что Абхазия нанесла поражение Грузии. Я знаю точно, как писал заявление о вступлении в СНГ, сидя в машине на коленях Шеварднадзе, для того, чтобы остановить наступление не только абхазских войск, но и поднявших голову звядистов. Мы должны помнить его обращение к республикам Армении, Азербайджану и России за помощью, потому что Грузия рассыпалась фактически, она была на грани фактической гибели. Помощь пришла, конечно, со стороны России. Вот войска, располагавшиеся тогда на территории Грузии, они помогли сохранить Грузию, помогли Шеварднадзе утвердиться в его кресле, и он написал заявление о вступлении в СНГ. Вот как это было вступление. Кстати, об этом очень хорошо написал, есть публикация Станислава Засимовича Лакоба, называется она «Воспоминания бывшего министра». Это очень интересная публикация. Я пожелал бы всем ознакомиться с ней. Это легко найти. Очень там подробно написано все. Так что процессы были очень интересные, многогранные. И это политика была. Сократ Рачевич, политика, но вообще сам тот факт, что Абхазия
пошла вот на войну, решила отстоять свои интересы. Это же иррациональный такой подход, учитывая численность, то, что весь мир был против, Россия, Запад, все были против. Горстка, получается, абхазов. Нам меньше всего хотелось воевать. Меньше всех мы были готовы к этому, так сказать. Конечно, нет. Но я же с самого начала сказал о том, чтобы дипломатическая работа велась. Да. Вспомните поездки нашей делегации в Тбилиси, Зураба Ачба, его, так сказать, усилия по урегулированию отношений с Грузией. Ведь какая ситуация была? Советский Союз подходил к распаду. Республики начали один за другим объявлять о своей независимости. Грузия фактически вышла. Референдумы, которые в защиту сохранения Союза, в котором мы участвовали, и Грузии отдельно, за выход из Советского Союза, в котором мы не участвовали. В общем, события шли навалом, так сказать, валом шли. Таким, да, парад суверенитета, все, что хотите, было. А с Грузией отношения нас больше всего интересовало, конечно, мирным путем решить. Какие предложения у нас были? У Зураба Ачба, это и скрывать не надо, это действительно тогда, по тогдашнему времени, была позиция создания федеративного грузинского государства, в котором Абхазия будет субъектом федерации. То есть наделена реальными правами, так сказать, федеративное государство. Вот за это государство он выступал, но ни на какую федерацию они не шли. Зарубежные абхазы, те, которые вынуждены были покинуть Абхазию в XIX веке, посмотрите, с каким они вниманием относились к нам, как на помощь приходили во время войны, пришли. Многие из живущих турецких абхазов, приехавших к нам, они приехали во время войны, участвовали в войне. Вы посмотрите, какую поддержку моральную оказывали. Вот на всех переговорах, когда мы ездили в Голландию, там, в Швейцарию, в Женеве, в день переговоров приезжали со всей Европы абхазцы. Они знали график, знали, когда встреча будет. Конечно, на переговоры их не пускали, но они были в гостинице, они с нами находились постоянно, так сказать. Они болели душой. Вообще все участники переговоров, я о послах не хочу говорить, но вот представитель президента России, значит, Пастухов, я с большим уважением вспоминаю его, вспоминаю наши споры, несогласия, но с большим удовольствием, потому что этот человек расположен был объективно как-то рассматривать все вопросы. Но установка Ельцина была другая. Уроки, которые вы извлекли из того же переговорного процесса и опыта политической деятельности? Научиться слышать друг друга, понимать друг друга, вникать в суть проблемы и набираться опыта, набираться знаний. И только тогда можно, так сказать, решать какие-то вопросы. Трачевич, а вот время войны, как бы вы его назвали? Многие его называют так, временем надежд, несмотря на тяготы, временем счастья. Это было тяжелейшее время. Тяжелейшее время, ну, конечно, временем надежд можно назвать просто потому, что если воюешь, то цель победить. И эта цель заставляет мобилизоваться, заставляет идти на смерть, что называется. Спасибо вам большое, что нашли время поговорить, ответить на вопросы.